Всем привет! Расскажу вам историю, которая случилась на Новый год. Такая вот новогодняя сказка. Кому сказка, кому нет. Многие считают, что именно эта история стала причиной массовых арестов наших журналистов. Но обо всем по порядку. 31 декабря кыргызстанцы готовятся к празднику. В это же время в аэропорту Манас стоит огромный частный аэробус 320. Для Бишкека это большой нонсенс. Такими большими частными самолетами пользуются долларовые миллиардеры. Официально таких у нас нет. И я сделал пост в социальных сетях. В 11 утра 1 января самолет вылетел в Милан. Кто поехал в Милан на новогодний праздник? Задался вопросом я. Впрочем, таким же вопросом задались и читатели моих социальных сетей. Первым отозвался Камчыбек Ташиев. 2 января, когда официально все отдыхали, для него организовали несколько мероприятий в Джалалабаде. Мен азыр 2 январда Созак районунда роботысына турамын. Мен өзім чет өлкөгө чыгып эч качан дем алган эмесмин. Чет өлкөгө чыгып дем алган жан эмесмин. Ладно, рассос, а вы трое со мной. На следующий день мероприятие организовали уже для Акылбека Джапарова. Опять же в каникулы выгнали на улицу сотрудников МВД, чтобы продемонстрировать, что Акылбек Джапаров не в Милане и вовсю работает. Пресс-служба Садыра Джапарова также сообщила, что президент в Бишкеке, но только на словах. Вместе с тем глава государства на постоянной связи с председателем Кабмина и его заместителями, также руководителями соответствующих госструктур. При необходимости президент может их вызвать в резиденцию, сообщил пресс-секретарь. На публике Садыр Джапаров так и не появился. Господи, человек растворился. И вот 7 января мы увидели, как летит самолет аэробус обратно в Бишкек. После первого моего сообщения в социальных сетях самолет дважды сменил курс. Пользователи социальных сетей обсуждали, каково же было пилоту. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Но в конце концов семья президента прилетела в Бишкек, но кортежа не наблюдалось. Очевидцы сообщали, что выехали 3 джипа эконом-класса, а у резиденции очевидцы увидели несколько патрульных машин со стороны села Чунгарыка. И только спустя 2 дня после прилета аэробуса, 9 января, Садыр Джапаров появился на публике. Президент Садыр Джапаров принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана. Сразу несколько источников подтвердили, что семья Садыра Джапарова отдыхала в Новый год в Милане. Также мне подтвердили, что вместе с Садыром Джапаровым были его братья, сестры, племянники и племянница. И даже стало известно, в каком отеле они остановились в Милане. Это один из самых дорогих и роскошных гостиниц Италии, а может быть и в мире. Принципал де Савоя. Again here in the presidential suite, the Principe di Savoia in Milan. По некоторым данным, несколько дней семья также отдыхала в близлежащем, одном из самых дорогих горнолыжных курортов Сант-Морис. В день один номер стоит больше $1000. Напомню, что все это я показывал на своих страницах в Facebook. Но никаких комментариев о том, где все эти дни был президент, никаких комментариев о том, кто же летал в Милан из Бишкека на большом частном самолете.
По предварительным подсчетам, стоимость аренды борта обошлась бы в 28 миллионов сомов. Страна приобрела новое воздушное судно Airbus A320. А недавно, в марте, мы уже получили дополнительные подтверждения, что на этом самолете в Милан летал президент. Этот же самолет был представлен Кыргызстану как новоприобретенный президентский борт. Немного пройдемся по самолету. Новый, как называет его правительство, самолет вовсе не новый, а 2002 года. До определенного времени он использовался в США, а после поломок, аварии его продают в Португалию. Португальская фирма переделала его как президентский, и клиентами являлись первые лица, в том числе и английская королевская семья. Британские таблоиды оценили поездку в 250 тысяч фунтов стерлингов или те же самые 28 миллионов сомов. Примерная стоимость пассажирского аэробуса возрастом 15 лет около 15 миллионов долларов. Но новоприобретенному президентскому борту 22 года. Ну и внутренняя отделка оценится еще, допустим, в 15 миллионов долларов. То есть максимальная цена ему 30 миллионов долларов. Сами власти тщательно скрывают расходы. Вдруг журналисты раскроют коррупцию. Хотя Акылбек Джапаров все же проговорился, что на президентский борт было накоплено 100 миллионов долларов, то есть в 3 раза больше. Вот Генпрокуратуре бы и проверить, но боюсь, что Генпрокуратура не будет проверять, а будет наоборот сажать и преследовать журналистов, которые раскрывают коррупцию. В Кыргызстане массово задерживают журналистов. Утром 16 января в домах и офисах независимых журналистов прошли обыски. Силовики забрали 10 человек из разных изданий на допрос. По мнению многих наших зрителей, именно это личное мое расследование, не выходившее на Темиров Лайв, и стало причиной арестов наших журналистов. Якобы Садыр Джапаров не простил унижения во время отдыха, того, что пришлось менять курс самолета, как преступникам добираться из аэропорта в резиденцию. Не простил, что ему приходится скрывать свою роскошную жизнь. Впрочем, спустя ровно месяц после арестов Садыр Джапаров заявляет, что у него состояние 20 миллионов долларов. Ну вот теперь хоть Лора Пиано и ботинки Лабутены не придется скрывать. Стоимость имущества Садыра Джапарова составляет около 20 миллионов долларов. Об этом заявил он сам на своей Facebook-странице, рассказывая, какой замечательный, инициированный им и принятый парламентом закон о легализации доходов. Неофициально этот закон всякие бузуку называют еще законом о легализации незаконно добытых активов. Впрочем, как изменилась жизнь семьи Садыра Джапарова, можно увидеть по публикациям его племянницы Лазат Нуркоджоевой. Ее отец Давлет Джапаров – брат президента. С 2020 года вся семья Давлета заимела люксовые машины. В ходе своего расследования я вывел более 9 машин на семью на общую стоимость 50 миллионов сомов. Все они были куплены после прихода к власти Садыра Джапарова. Из публикации Лазат Нуркоджоевой мы узнали, какие подарки они делали на день рождения жены президента Айгуль Джапаровой. К примеру, это коробка дорогого бренда Cartier, а серьги племянницы президента стали предметом обсуждения в социальных сетях. Истории с Лазат также узнали, что и она была на Новый год в Милане. На это время она перестала публиковаться в своих социальных сетях. А прямо перед вылетом самолета из Милана Нуркоджоева сообщила своим читателям, что возвращается домой. Чемодан готов к вылету, все подарки разложены, написала родственница президента. Если все-таки наших журналистов арестовали по приказу Садыра Джапарова, то это очень плохо для нашей страны. Это будет означать, что во главе государства человек, который личную месть ставит выше интересов страны. Это означает, что он использует весь государственный аппарат для защиты своей роскошной жизни от самого населения. Но я надеюсь, что это не так, потому что тогда становится страшно. Страшно за будущее страны. Страшно за население, которое обречено служить ради прихоти и благосостояния одной семьи. С вами был журналист Болот Темиров. До новых встреч.
Жазык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.